Зал Абхазского драматического театра был ожидаемо полон. Граждане и гости республики пришли насладиться русскими народными песнями в исполнении легендарного хора. Зрители подпевали, хлопали в ладоши. Взрослые дети прониклись красотой песен, истоки которых раскрывают глубину народной души. Каждый номер срывал шквал аплодисментов. Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Оригинальная программа с песнями советских и российских композиторов, русскими танцами, частушками и виртуозным исполнением ансамбля народных инструментов никого не оставила равнодушным. Удивительное звучание голосов, профессионально подобранная программа и мастерство артистов вызвали восторг у публики. Окунулись в мир прекрасного. Да, очень впечатляет. Отдохнули, порадовались. Ярко, красочно. И вы знаете, душевно. Такое вот единство, мне кажется, вот такая радость, такой подъем эмоциональный был сегодня. Концерт шикарный, просто бесподобный. Мы даже не ожидали, что будет полный зал. И, конечно, хор имени Пятницкого – это знаменитость нашей России. Вот я у вас в гостях в Абхазии, поэтому, конечно, шикарный. Выступление хора – это целый фестиваль народного искусства. Коллектив давно уже стал не только певческим. В его составе танцевальная группа и оркестр народных инструментов. В состав хора попадают лишь самые талантливые музыканты, танцоры и певцы со всей России. Легендарный коллектив под руководством народной артистки России профессора Александры Пермяковой представил концертную программу «Живи в веках. Моя Россия». Прозвучали народные песни Московской, Владимирской, Белгородской, Оренбургской и других областей, демонстрирующие яркую самобытность и многообразие народного творчества. В торжественной части мероприятия приняли участие министр культуры России Ольга Любимова и исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр. У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Уверена, что и в дальнейшем мы продолжим наш культурный обмен, который обогатит взаимодействие обеих стран и поспособствует дружескому общению наших братских народов. Ежегодно мы радуем жителей двух государств выступлениями ведущих коллективов и исполнителей. Культуры народов России и Абхазии всегда были тесно переплетены и являются образцом уникальной гармонии всех видов искусства. Наиболее ярко это выражено на примере многовековой музыкальной традиции наших стран, нашедшей отражение в искренней любви к Родине. Для нас особенно важно, что сегодняшний концерт открывает год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов. 2 часа пролетели незаметно. Зал долго не отпускал прославленный хор. Крики «Браво!» звучали после каждого номера. Зрители не скупились на аплодисменты. Почаще бы таких вот мероприятий, вообще здорово было. Ой, бесподобный. Бесподобный. Вы знаете, что мои родители, сейчас буду плакать, мои родители пели песни эти. Моих родителей давно нет. И я сидела, у меня слезы текли бесподобно. Далее состоялась встреча исполняющей обязанности министра культуры Абхазии Динары Смыр с министром культуры России Ольгой Любимовой. Обсудили культурное сотрудничество, в том числе проведение обменных дней культуры, гастрольную деятельность, взаимодействие в сфере циркового искусства, а также мероприятия, посвященные Великой Победе. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Национальной картинной
картинной галереи Абхазии. Об этом отметила Динара Смыр и поблагодарила заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко за содействие в финансировании ремонтных работ картинной галереи. Хочу вас поблагодарить, Ольга Борисовна. Вы одна из первых, кто протянул нам руку помощи. Буквально на следующий день вы с нами связались. И буквально через 2 дня к нам такой большой десант известных реставраторов не только в России, но и за рубежом провели у нас здесь колоссальную работу вместе с нашими реставраторами. Они сделали анализ, провели закрепительную часть каких-то работ. Вы знаете, никого действительно эта трагедия в России не оставила равнодушным. Вы знаете, мне было особенно приятно, когда руководители крупнейших российских музеев буквально в первые же моменты, прочитав это, вот в этой нашей общей традиции такого братства, звонили в Министерство культуры и говорили, когда выезжать, когда борт, когда мы летим. И это, конечно, очень важно. Это тоже дружба и связь, и братство длиной в десятилетия. Одной из тем встречи стала проработка новой межведомственной программы сотрудничества на 2026-2028 годы, подписание которой планируется в сентябре на полях Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Конечно, нас предстоит вместе проработать и планы на ближайшие 3 года, 26, 27, 28, такой межведомственный, крупный, серьезный план по всем направлениям, и образовательным программам, и театральному, и музейному, межмузейному сотрудничеству, и, разумеется, все, что касается наших детей, мастер-классов, то, что Нинель Борисовна упоминала, конечно, тоже не оставим незамеченным. Я надеюсь, вместе мы бы могли такой документ подписать на Санкт-Петербургском культурном форуме, куда мы, конечно, традиционно приглашаем всех наших коллег из Министерства культуры и деятелей республики. Будем очень рады принять, так же, как и наших любимых детей, самых начинающих деятелей культуры вашей страны. Мы будем очень рады видеть в конце лета на детском культурном форуме в Москве. С гастролями в Россию поедет Государственный русский театр имени Искандера. В ответ Абхазию посетит Вахтанговский театр. Минкультуры России продолжает программу поддержки русских театров за рубежом. Финансирование на создание постановок по русской классике получит Русский театр драмы имени Искандера. Кроме того, специалисты Государственного театрального музея имени Бахрушина готовы помочь в создании театрального музея в Русском драмтеатре в Сухуми. Одновременно в этом году будет уделено внимание и Абхазскому государственному драматическому театру имени Самсона Чанба, для которого будут предусмотрены специальные меры поддержки. Традиционный наш фестиваль Хибла Герзбаума приглашает. Очень рада, что эта институция уже 23-й фестиваль, 22-й. Будем рады помочь и будем рады, дождемся от Хиблы Ливарцевны ее планов и программы, и также, конечно, поддержим это направление. Как и традиционно, вы справедливо заметили, что русский театр Фазилия Искандера – это один из самых любимых русских театров и на территории всего Содружества независимых государств, и в России. Вы знаете, что группа с успехом гастролирует и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и много ездит вообще по России. Будем ждать. Ольга Любимова также рассказала о российской инициативе по развитию сотрудничества в сфере циркового искусства. В планах гастролей Росгосцирка в республику. Часть средств от проданных билетов будет передана на нужды учреждений культуры Абхазии. Ко Дню Победы в Сухуми откроется современный кинозал, где пройдут бесплатные показы российских премьер, а также советских кинолент, посвященных Великой Победе. Россия поможет Абхазии готовить специалистов в сфере культуры, нехватка которых есть в республике. По линии Россотрудничества будут заранее предусмотрены квоты, а курсы будут целевыми. Кроме того, Ольга Любимова пригласила представителей абхазских музеев и галерей стать гостями международного фестиваля «Интермузей» и принять участие в проекте «Музейные маршруты России». Шазина Ханагуа, Нала Чхинджери, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.